С детьми работать очень хорошо. Они молчат. Взрослые говорят. Ну и что плачут? Все равно успеваю посмотреть и все равно отвлечь их. Они молочком пахнут. Это тоже мне хотелось. И поэтому я вот так работала. И очень хорошо, знаете, я очень довольна, очень довольна. Благодарна я Миминашвили, вот, который был наставником моим, что он меня все же устроил сюда, что я в детской поликлинике. Одна, спокойно. Никто меня не тревожит, ничего. Нету никакой борьбы, нету зависти. Вообще радость, когда я вижу этих маленьких детей, я чувствую радость, дальнозоркость. Вот сейчас маленький был ребенок, тоже я обнаружила, сказала, плюс дальнозоркость немножко большая у него. Должна быть меньше, а у него большая. Она может вызывать у него неприятные ощущения. Вот это тоже, вовремя определить, что ребенок плохо видит. Причем видит на один глаз, может видеть, а на второй глаз хорошо. Двумя глазами он видит хорошо. И мать не знает, что ребенок не видит на один глаз. И сделать все, чтобы он потом видел этим глазом. Вот что. Ну, это профессионализм, конечно, надо знать специальность, что это делать. И главное, конечно, еще доброта, отзывчивость, терпение. И еще надо человека любить, конечно. Человека еще любить, вот это, терпение к этому человеку надо. Наверное, вот это главное. Я очень люблю свою специальность, очень. Ровно 50 лет, я 1 сентября поступила на работу. Как на учебу, так я на работу решила. И с 1 сентября я работала сначала в той поликлинике, потом здесь. И никуда никогда не хотела уйти. Никуда не хотела уйти. Вот уже 50 лет Инесса Михайлова каждое утро приходит на работу в Сухумскую детскую поликлинику. Она окулист. По ее словам, работа ей в радость. Ни разу в жизни у нее не возникало желания оставить профессию. Это неудивительно. Такую преданность к профессии Инесса унаследовала от отца, Алексея Михайлова. Он был первым офтальмологом в Абхазии. Он приехал из Ростова после окончания института. Ростовский медицинский институт. Он там закончил и приехал сюда. Можно сказать, основоположник офтальмологии в Абхазии. Отец был вообще уникальный человек. Он первый создал искусственный хрусталик на животных. Я еще помню, когда я была маленькая, кролики у нас бегали по дому, он на кроликах сделал искусственный хрусталик. Первый в мире это было. Потом он даже на маленьких поросят, этих искусственных хрусталик. Но, к сожалению, вот эти документы во время войны в Ростове пропали. До 1941 года было. В Ростовском институте это он доложил. А там документы пропали. Поэтому вот доказательства вот этих документы, к сожалению, нету. Но он эвкалиптовый мед употреблял при заболеваниях этих век, блефоритов, конъюнктивитов. Он начал употреблять пчелиный яд, потом Фишков занимался этим. Мне было тогда лет 10, 15, да, лет 10, поэтому я не могу сказать, из чего он это делал. Откуда? Может, от других животных брал, пересаживал или еще что-то. Вот это я не могу сказать. Изготовлял всякие инструменты для внутриглазного давления измерять, там, для операций делал. Тогда не было стационара, он у нас дома делал операции, потому что стационара не было. Моя мама, она была медсестра, и ему ассистировала, помогала. И они у нас лежали прямо в кабинете, проводили эти послеоперационные периоды. Я помню, вот этих кроликов и поросят я помню. Они бегали у нас по дому. Я вообще хотела что-то с людьми иметь, вот такое как-то, что-то делать. Хотела учительницей быть, но я очень плохо объясняю. А учитель должен хорошо объяснять. У меня вот этого не было. Поэтому я решила, лучше буду врачом. Объяснять не надо. Сразу коротко говорить и все.
Поэтому я решила быть врачом. И очень не жалею совершенно, абсолютно. Я поступила в Харьковский институт, медицинский институт, закончила педиатрию. Потом там дали мне направление. Ну, тут мой шеф, мой наставник, все же, и моя мама, конечно, захотела, чтобы я приехала сюда. Написали справку о том, что Абхазия не может без меня быть. И открепительный типа талон. Я приехала сюда. И меня в детскую поликлинику устроили тогда. Да, в детскую поликлинику, тогда была напротив, 10-й школы была. И там я стала, сначала я педиатром работала, а потом прошла специализацию, потом усовершенствование, потом рабочее место. Моя мама очень хотела, чтобы я хирургом была. И вначале я ходила в республиканскую больницу, там помогала оперировать, все. И так было у нас настроено, что здесь я буду консервативно лечить косоглазие, а потом оперировать, а потом снова должны консервативно. То есть я должна была на двух работах, как говорится, работать. То есть должны были у меня там дни быть оперированы. Но я вышла замуж за художника. И мой шеф сказал мне: Инесса, ты должна решить вопрос. Или ты должна посвятить себе, или мужу. Себе и мужу так не получится. Ты должна себя выбрать. Я выбрала мужа. Всю жизнь посвятила ему. Вот. Сделала его художником, настоящим хорошим художником. Его фамилия Меликишвили. Вот. Он основоположник этносимволизма, очень хороший художник. Недавно мы были в Китае на выставке с ним вместе. И так выставки были, во Франции были выставки, ездили мы. Молодец, умничка, 100% зрение. Когда я только начала работать, был только разговор о телевизорах. Вот много смотрят телевизоры. Сейчас телефоны. Ну, представьте себе, лишить можно ребенка. И матери очень удобно. Вот как моей дочке. Она дала ей планшет, она сидит, и это Барби смотрит или все. А мать занимается своим делом. А ограничить как надо ограничить? На спорт отдать ребенка. Я всегда всем говорю обязательно. Буду я вас смотреть в 3 года или 4 года, я не знаю, но прямо сразу я матери, если близорук, я сразу говорю ей: в школу пойдет, отдайте на спорт, на танцы. Этим вы немножечко сократите ему смотреть вот эти телефоны. И, конечно, надо детям тоже внушать. Это детям я все время внушаю, говорю о том, что меньше надо делать перерывы. Почитайте, посмотрите вдаль посмотрите. Компьютеры. А второй глаз закрой. Сейчас мы твою. Какая буква? И. Вот это? Ш. Вот я тебе поставлю стеклышко, а ты мне скажешь, каким стеклышком лучше видно, каким плохо. Вот скажи мне вот туда. Вот это стеклышко лучше видно тебе? Вот это лучше. Это лучше? А если вот это еще лучше или нет? Это нет. Это нет. А вот так? Вот так лучше. А как лучше? Вот, например, так лучше тебе или так? Так лучше. Ни на один день у меня не было мысли, чтобы уйти с этой поликлиники. Вообще с поликлиники. Ни один раз не было. У нас был шикарный коллектив тогда. Главврач был очень хорошо ко мне относился. Все главврачи ко мне хорошо очень относятся. Потому что я стою рядом с ними. Я всегда вечно занималась общественной работой. Секретарь комсомольской организации, народный контроль, секретарь парторганизации, сейчас председатель профсоюза.
Я стояла всегда около главврача. Ни с кем я не конфликтовала, ни с кем абсолютно. Конфликта у меня ни с кем не было. Как же это у вас так получается? Вообще, говорят, надо три. Это бескорыстие, всепрощение и доброта. Вот эти три главное вот в жизни. Всепрощение, терпимость, то есть ты должна понимать человека. И бескорыстие. А еще мне кто-то, сказали, что чтобы быть счастливым, надо 4 заповеди должны. Никого не обижать, не обижаться, много не желать и никому не завидовать. И вы будете счастливые люди. И никогда я действительно не обижаюсь ни на кого. И стараюсь не обидеть. И довольна то, что у меня есть. Знаете, кто самый богатый человек? Который доволен то, что у него есть. А когда он недоволен, он никогда не будет богатым. Ему будет все мало, мало, мало. Правильно? Я в душе совсем молодая, не чувствую возраста. Самое главное, что дают годы, это опыт, отмечает Инесса Алексеевна. А к этому возрасту все проходит, и счастье, и печаль, и остаются одни воспоминания, которые уносят далеко в прошлое. Делится своими чувствами юбилярша. Вы знаете, я не чувствую свой возраст. Я не чувствую. Мне кажется, мне так же, как вот раньше было. Абсолютно. Мне хотелось бы сейчас, чтобы внучку замуж выдать. Ну, не знаю, получится или нет. Ей сейчас пока 4 годика. Что бы я хотела вообще-то, конечно, знаете, чтобы не быть лежачей. Вот это, конечно, самое главное, наверное. У меня 2 внука, внучка и правнучка. Да, это от старшей дочки моей. Старшему 24 года, вот он женился и мне подарил правнучку Софию. А потом 21 год мальчику, который в армию должен идти. И еще внучка 4 годика, вот которую хочу замуж выдать. Что самое главное в жизни – это доброта, чтобы делать людям добро. И всегда оно вернется. Если не от этого человека, а от другого человека вернется добро. Это Чернышев еще сказал, надо делать так добро, чтобы человек не чувствовал, что ты сделал ему добро. Это Чернышевский сказал когда-то, очень давно. Радует, что я работаю, что главврач пока не дает намеки на то, что нужно вам уходить. Что мои сотрудники, когда начинают там что-то говорить, Алексеевна, что вы? Куда самое напишешь? Что вы самое? И очень радует сегодня. Я Пасхи решила стол накрыть. И очень многие идут и говорят, к Алексеевне мы пойдем. Она свой человек. Так что вот так, знаете, как. Ну, я очень довольна жизнью, очень довольна. Прожила я, можно сказать, легкую жизнь, в общем. Может быть, от мой характер зависит. Еще в институте мне говорили мои эти, Инесса, ты с любой свекровью уживешься.